Восточно-Туркестанской национальной армии 78 лет. Восточно-Туркестанская национальная армия «Факел свободы и независимости восточно-туркестанских тюрков против китайского и советского империализма» отмечает 78-ю годовщину своего создания. Центром Восточно-Туркестанской национальной армии, созданной 8 апреля 1945 года, стал город Гюльджа. Восточно-Туркестанская национальная армия за очень короткое время спасла 3 провинции на севере Восточного Туркестана от китайского вторжения. В то же время армия разрушила сильнейшую оборону и линию обороны Шихой и Цин-Урумчи, политического центра китайского режима в Восточном Туркестане, и продвинулась к Урумчи. 20 января 1950 года Восточно-Туркестанская национальная армия была реорганизована вторгшимися китайскими коммунистами в 5-й корпус китайской армии. Он был полностью упразднен в 1955 году, а сам Восточный Туркестан попал в зависимость от вторгшегося Китая. Поддержка уйгуров по привлечению Китая к ответственности. В статье, опубликованной на сайте Американского института мира 6 апреля, большое внимание уделено поддержке усилий по привлечению Китая к ответственности за преступления, совершенные в Восточном Туркестане в местных судах стран, где проживают уйгуры-экспатрианты. В статье поддерживается, что, несмотря на многочисленные препятствия, был достигнут прогресс в привлечении Пекина к ответственности за его нарушения в уйгурском регионе, и репрессии должны продолжаться. В документе, написанном в соавторстве с Лорен Бейли, старшим научным сотрудником Американского института мира, и Мэтью Парксом, старшим экспертом по Афганистану и Центральной Азии, говорится, что дальнейший прогресс в привлечении Китая к ответственности потребует постоянной международной поддержки и сотрудничества. Китайские учения, военные самолеты и корабли окружают Тайвань. Китайская армия начала совместные военные учения с участием сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил вокруг Тайваня. Министерство обороны Тайваня сообщило, что с полуночи до вечера 9 апреля вокруг острова были замечены 71 самолет и 9 военных кораблей, принадлежащих Китаю. На второй день трехдневных военных учений в Тайваньском проливе Китай имитировал точечный удар по важным объектам на Тайване и в окружающих его водах. Макрон. Независимость от США или Китая в отношении Тайваня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не заинтересована в ускорении тайваньского кризиса и должна придерживаться стратегии, независимой как от Вашингтона, так и от Пекина. В своих заявлениях французской газете «Le Chant Politico» по поводу тайваньской повестки Макрон заявил, что Европе не следует ускорять конфликт, а нужно время, чтобы утвердиться в качестве третьего полюса между Китаем и США. С другой стороны, китайская судостроительная компания, как сообщается, получила от Франции рекордный заказ почти на $3,5 миллиарда. Китай покупает 160 самолетов Airbus. Сообщается, что администрация Пекина одобрила покупку китайскими компаниями 160 пассажирских самолетов Airbus. Европейский производитель самолетов Airbus удвоит свои производственные мощности, добавив новую сборочную линию на свой завод в Тяньцзине, Китай. Этот шаг даст компании конкурентное преимущество на китайском рынке, в то время, когда на американского конкурента Boeing влияет растущая напряженность в отношении Вашингтона с Пекином. Налет на мечеть Аль-Акса в сопровождении израильской полиции. Фанатично настроенные еврейские поселенцы ворвались во двор мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме под защитой израильских сил.